Конференцию открывала Светлана Воронова, вдова Юрия Воронова. Она поприветствовала участников и гостей научного мероприятия, отметив, что с докладами выступят не просто молодые, но талантливые и перспективные ученые страны. Я очень надеюсь, что эта конференция внесет свой вклад в продвижение честной, объективной, профессиональной исторической науки, и которая будет стоять именно на этих позициях. И все молодые ученые, которые делают сегодня доклады, они будут всегда помнить о тех заповедях, которые еще во II веке до нашей эры оставил поколению будущему философ, историк, блестящий оратор и политик Марк Туллий Цицерон. Вот что он сказал в своей научной деятельности. Воздержаться от лжи, не утаивать правды, не давать никакого повода заподозрить себя в пристрастии или предвзятой враждебности. Вот я хочу такое напутствие, чтобы они хранили в своей памяти и всегда придерживались именно этого в своих научных исследованиях. Декан исторического факультета Олег Габелия отметил, что выступающие на конференции в основном выпускники родного истфака АГУ. Он вспомнил, что для Юрия Воронова всегда была важна поддержка молодых ученых и словом, и делом, и к этим традициям нужно возвращаться. Вот я хотел бы напомнить молодой аудитории, что Олег Алексеевич Гварамья и Юрий Николаевич Воронов целых 12 лет руководили Советом молодых ученых, который работал при обкоме ЛКСМ. Юрий Николаевич Воронов всегда всегда поддерживал молодых ученых. Я это знаю по себе, я не совсем уж молодой, но тогда можно было сказать, когда первые шаги я делал в археологии, очень часто обращался. Олег Алексеевич предлагает создать республиканский совет, или же, можно сказать, воссоздать, Олег Худович, молодых ученых. Ну, обкома ЛКСМ нет. Вот, не знаю как. Они сами должны создать и обратиться. Кому? К кому обращаться? К обкому мы не можем обратиться. К обкому мы не можем обратиться. Вот. Вот, молодые ученые, наверное, после этого предложения подумают, под каким крылом. Это может университет, это может быть институт, это, не знаю, вот, как это будет удобно. Но воссоздать Совет молодых ученых со своим штатом, возможно, потому что любое учреждение, любое постоянно действующее учреждение, оно должно иметь штат и какую-то подпитку финансовую. Думаю, руководство страны нас поддержит. Среди приглашенных гостей был руководитель Россотрудничества Вадим Чеха. Он также отметил, что имя Юрия Воронова известно и важно в научном мире, который не ограничивается нашей страной. Юрий Воронов – это не только ученый, крупный ученый, его биография – это предмет изучения с точки зрения воспитания, в том числе для молодых ученых. Когда 13-летним подростком Юрий Воронов ходил на археологические раскопки, увлекся изучением истории родного края, родной для него Абхазии. В этом смысле такого рода биография содержит серьезнейший воспитательный аспект, который, возможно, и необходимо даже предъявлять молодым людям как пример самоотверженной научной работы, как пример преданности своему краю, своей родине, как пример служения этой родине. Но и хотелось бы от имени представительства Россотрудничества всем пожелать сегодня плодотворной такой системной работы, получения новых научных знаний, образования новых контактов и дальнейший, так сказать, научный рост молодых ученых. Ну и в заключение позвольте, поскольку Юрий Воронов был, как известно, одним из основателей также и русской общины, ее организационной части, позвольте в библиотеку университета передать книгу «Легенды русского народа», подарочное издание.
От древности до современности – это 13 докладов молодых ученых о различных эпохах и их отдельно взятых особенностях. Здесь и про Абхазию в контексте евразийских памятников Верхнего Палеолита, и про возрождение и становление Сухума как портового города в первой половине XIX века, и про Абхаз-переселенстрой, его цели, задачи, а также про охрану памятников археологии Абхазии, ее историю и перспективы. Как известно, Юрий Николаевич большой вклад внес в деле регистрации и охраны древности Абхазии, памятников того периода, который он занимался изучением в профессиональной деятельности. И впервые в 1969 году был издан большой объемный труд под названием «Археологическая карта Абхазии». Собственно, это настольная книга для каждого ученого-археолога и в целом книга для органов охраны памятников, книга для учета, которая содержала сведения о более 1000 объектов и комплексов. Конференция длилась несколько часов. По ее мотивам был издан сборник тезисов докладов, озвученных в ходе встречи. Он рассчитан на специалистов, студентов и всех интересующихся историей Абхазии. Элеонора Гилаян, Степан Мартиросян, Абаза ТВ.